Здравствуйте, на телеканале БСТ. Время подвести итоги недели. В студии Элина Насырова. И вначале коротко о ключевых событиях. Бесплатное место пусто не бывает. За парковку в историческом центре теперь нужно будет платить. Можно реально полдня ездить и поставить машину где-то с нарушением. Так уж, безвыходная ситуация. Вот и все. Удастся ли таким образом разгрузить центр? Сколько стоит парковка и как разобраться в способах оплаты? Первым делом достал телефон и запустил мобильное приложение, нажал, что ты в зоне платной парковки, и оплатил. Горожане и гости столицы на время прощаются с памятником Салавату Юлаеву. В Уфе приступили к подготовительным работам по реставрации главного символа республики. Есть только искреннее желание сохранить этот памятник для поколений и для нашей республики. Восстановленную скульптуру вернут на место, а территорию вокруг облагородят. Планируем поменять покрытие, установить дополнительные мафы, работы по реконструкции фонтанов провести. Песня, окунувшая миллионы людей в воспоминания. Группа «Пронзившие сердца». Удачная случайность или ожидаемая закономерность? Чем исполнители из Башкортостана завоевывают слушателей? Василий Ефимов! В ночь лунного затмения! Театральный триумф. Башопера взяла сразу 6 наград Российской национальной премии. Первая номинация получаем мы, вторая опять мы, потом театр Станиславского, потом вновь мы на сцене. 3 театра республики были впервые выдвинуты сразу в 17 номинациях. Делегация Башкортостана под руководством главы республики Радия Хабирова приняла участие в 12-м форуме регионов России и Беларуси. Он прошел в Нижнем Новгороде. Центральным событием деловой программы стало пленарное заседание форума «Молодежь Беларуси и России. Наследники Великой Победы и будущее союзного государства». Его провели председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко и председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Наталья Качанова. На площадке форума молодежное правительство Башкортостана заключило соглашение о сотрудничестве с общественным объединением «Белорусский республиканский союз молодежи». Оно предусматривает совместную работу по реализации проектов и программ по разным направлениям. Делегация Башкортостана провела ряд деловых встреч с представителями Беларуси. Традиционно мы здесь за время, которое мы здесь уже присутствуем, мы обсудили все наши инвестиционные проекты, мы актуализировали план стратегический по сотрудничеству с Беларусью, который у нас есть. Ну и, конечно, сама повестка, кроме экономики, кроме инвестиционного сотрудничества, промкооперации, конечно же, есть социальное взаимодействие. Как вы знаете, у нас очень много социальных проектов, таких как башкирское долголетие, взаимодействие по линии туризма, культуры. Мы с Республикой Башкортостан очень давно и плотно сотрудничаем. У нас давние плодотворные кооперационные связи. Ежегодно в республику поставляются порядка 40-50 комбайнов наших. Мы в компонентной базе в комбайнах используем и комплектующие, сделанные в Республике Башкортостан. Это и металлоконструкции различные, металлоконденсаторы, гидравлику периодически используем. В Уфе приступили к подготовительным работам по реставрации главного символа республики – памятника Салавату Юлаеву. А на площади начали устанавливать ограждения вокруг объекта культурного наследия. Доступ с завтрашнего дня будет закрыт. Вскоре прибудет и специальная техника. Проект предполагает не только работы на самой конной фигуре, но и укрепление холма постамента и благоустройство прилегающей территории. Этому предшествовали масштабные исследования и анализ текущего состояния объекта. К самой реставрации памятника будут привлечены лучшие специалисты страны. О том, как будут проходить работы и когда всадник вновь скочит на вершину крутого берега реки Белая, в следующем материале.
Фотосессии у памятника Салавату Юлаеву. Жители Уфы и гости столицы стараются успеть сделать снимок на память. Уже завтра так близко к статуе подойти не удастся. Начнутся подготовительные работы к демонтажу памятника с постамента для реставрации. Территория сейчас огораживается забором. О том, что памятнику нужен ремонт, начали говорить еще 5 лет назад. Были назначены исследования и экспертизы. Провели даже инженерные, химико-технологические анализы и оценку аэродинамических характеристик. Итог. Объект федерального значения в удручающем состоянии. И на месте реставрацию никак не провести. Это необходимость замены внутреннего металлокаркаса. За его длительный период эксплуатации внутренний каркас подвергся объему коррозии и потерял несущую способность. Внутренний каркас – это сталь в любом случае, то есть один из видов легированности стали. И, естественно, максимально будет приближена, так скажем, к характеристикам наиболее сопротивляющимся процессу коррозии для того, чтобы в последующем наш памятник простоял максимально долго. Памятник Салавату Юлаеву – самая крупная конная статуя в Европе. Уникальность еще и в том, что при массе в 40 тонн и высоте в почти 10 метров у нее 3 точки опоры. И чтобы снять его с постамента, потребуется специальная техника. Первый этап – организация площадки, второй – сам демонтаж и реставрация. Всадника доставят в специальный цех в Уфе, где лучшие мастера страны приступят к кропотливой работе. Глава республики Ради Хабиров неоднократно заявлял о необходимости реставрации, а сохранение памятника для будущих поколений – дело чести. Рисковать уже нельзя. Если еще год-два, значит, там на авось пойдем, мы можем памятник вообще потерять. Вот. И поэтому нужно его начинать. Это раз. Нам всем вместе в республике надо понимать, что нет никаких каких-то там сумасшедших умыслов, которые приписывают нам, что мы там памятник хотим разрушить. Есть только искреннее желание сохранить этот памятник для поколений и для нашей республики. Власти республики затребовали копии всех документов по созданию памятника из Федерального архива. Кроме того, поставлена задача восстановить утраченные элементы. Не исключено, какие-то части придется заменить. Однако эксперты отмечают, реставрация предполагает именно восстановление. Каких-либо изменений не допускается. А значит, памятнику будет возвращен его первозданный вид. Комплексные работы по укреплению затронут также постамент и курган. Памятник, он за 1 год всего лишь, он сел примерно на 70 миллиметров. Это очень много. И причем его еще перекосило. И это хорошо заметно, когда смотрите на него сзади, со стороны хвоста. Он накренен на бок. И что получается? Основание садится, поскольку вымывается. Сам курган тоже начинает садиться. Работы над реставрацией памятника будут идти под эгидой Российской академии художеств. При этом надзор за всеми этапами будет не только за республиканскими, но и федеральными ведомствами, в том числе и Минкультом России. Обновление ждет и сама площадь. Это будет уже 3-й, финальный этап. Сама площадь, границы остаются теми же. Мы планируем поменять покрытие, установить дополнительные мафы, работы по реконструкции фонтанов провести. То есть сейчас обслуживающая организация своими силами в надлежащем состоянии его содержит, но тоже он требует уже обновления. По плану работы займут 2 года. Задача поставлена таким образом, чтобы День Республики в 2027-м Башкортостан отпраздновал со своим символом на законном месте. Салават Юлаев верхом на боевом коне вновь вскочит на вершину холма и величественно будет встречать гостей башкирской столицы еще долгие годы. Эмиль Басареев, Виктор Меренков. Итоги недели. Глава Башкортостана Ради Хабиров принял участие в заседании Генерального совета партии «Единая Россия». Одной из главных тем стали результаты реализации партийных проектов и народной программы партии. Ремонт школ, постройка фельдшерско-акушерских пунктов, газификация и многое другое. К слову, за время работы проекта «Реальные дела» в Башкортостане исполнено более 9 тысяч наказов жителей. А, к примеру, городская среда позволила привести в порядок более 1300 дворов и 8 тысяч подъездов. Башкортостан был также отмечен как пример работы филиала высшей партийной школы. Пошел серьезный запрос на открытие филиалов высшей партийной школы в субъектах Российской Федерации. Такой филиал у нас сегодня полноценно функционирует в Башкирии. Вот Ради Фаридович здесь. Я хочу поблагодарить за то, что нам удалось сложить этот проект.
Теперь можно поехать у нас сегодня в Башкирию, посмотреть, как функционирует этот проект. Мы обороты сбавлять не будем. Он объединяет, знаете, в партии это у нас десятки тысяч человек. Вот, и это люди, которые болеют за страну, которые чего-то хотят добиться, которые видят в партии действительно реальную силу. Существуют разные каналы, по которым мы хотим понять, что наиболее, какие острые. Вот как раз один из каналов сбора этой информации была народная программа «Единая Россия». Этот избирательный цикл завершается, соответственно, мы уже подводим итоги. Но вот сегодня мы видели достаточно большое количество вопросов было решено. Очень разные вопросы. И демография, и комфортная городская среда, и освещение, и социальная помощь, и ремонт школ. Ну, в общем, это практически все, что делает жизнь человека комфортной. Поэтому сейчас уже начнется работа над следующим циклом, и будет формироваться новая народная программа. И считаю, что это такая одна из таких рабочих вещей партии, не для поговорить, а для того, чтобы на самом деле сделать жизнь людей чуть получше. В Уфе заработали зоны платной парковки. К реализации проекта шли долго. О введении платных зон заговорили еще в 2018-м, но потом проект отложили. В крупных городах соседних регионов, таких как Екатеринбург, Казань, Челябинск, Ижевск, платные парковки действуют уже давно. Теперь за то, чтобы оставить машину в историческом центре Уфы, нужно будет тоже заплатить. Тариф 40 рублей в час. Удастся ли разгрузить центр и как работает механизм оплаты, подробнее в следующем материале. Если уж так шутливо, грубо, утрированно говоря, можно полдня ездить, искать, не найти. Можно реально полдня ездить и поставить машину где-то с нарушением. Так уж, в безвыходной ситуации. Вот и все. И тех, кто не смог найти этот самый выход, обнаружить не так сложно. Отсутствие многоуровневых парковок в центре автолюбители нивелировали многополосными на свой страх, риск и кошелек. Если ты захотел приехать в банкомат, в банк или еще куда-либо, ты просто проезжаешь мимо, потому что ты просто не можешь встать. Я уж не говорю о том, что нам приходится здесь даже иногда нарушать, вот так вот встать. Вот вы видели, я стояла и ждала парковочное место. Введение платных парковок в администрации города объясняли как раз необходимостью разгрузить центр. Теперь платить за оставленный автомобиль будет нужно на определенных участках 9 улиц: Карла Маркса, Пушкина, Коммунистической, Чернышевского, Мустай Карима, Ленина, Кирова, Достоевского и Октябрьской революции. Стоимость парковки фиксированная – 40 рублей в час. А вот штраф за нарушение правил составит 1500. Но будут и те, кого вовсе освободят от оплаты. Это автовладельцы, которые оставили свою машину не дольше, чем на 20 минут, и льготные категории граждан. В этот перечень входят ветераны ВОВ или их сопровождающие, ветераны боевых действий, инвалиды 1, 2, 3 группы, либо перевозящие их, законные представители детей-инвалидов. Также бесплатная парковка полагается одному из родителей, либо опекуну в семье, которая признается многодетной, и владельцам машин, оснащенных исключительно электродвигателем. Но все они должны быть включены в региональный электронный реестр. Для этого нужно подать заявление через МФЦ, прийти в МФЦ, в любое отделение с документами и подать заявление. Разрешение выдается только на одно транспортное средство. Единственное, если в семье, допустим, могут быть 2 категории, допустим, мама оформляет на многодетные, а папа ветеран боевых действий, в этом случае возможно. Но если, допустим, семья многодетная и 2 транспортных средства, оформляется только на одно транспортное средство, либо маме, либо папе. Время работы, способы оплаты. Вот здесь по QR-коду можно скачать мобильное приложение, через этот QR-код пройти на сайт, и инструкция по оплате через СМС. Как и все новое, парковки могут кому-то показаться непонятным механизмом. Чтобы было легче разобраться, в начале каждой зоны под знаками установлена информационная подсказка. Сейчас действует несколько видов оплаты: интернет-сайт, банкомат, СМС и приложение. Последний способ самый удобный и информативный. В принципе, все данные через мобильное приложение можно увидеть. То есть вся статистика, история, например, парковок. Введены данные автомобилей, их тоже можно видеть. Если, например, льготы предусмотрены, они также загружены. В мобильном приложении содержится вся информация о платной парковке. Там возможно ввести свое транспортное средство, оно уже сразу будет привязано. Привязать банковскую карту, чтобы каждый раз не набивать данные. Там можно посмотреть всю зону платной парковки.
увидеть, где зона 101, где у нас 20 минут бесплатно, увидеть, где зона 102, где у нас 60 минут бесплатно. Часовой бесплатный период касается зон возле социальных объектов – школы, детсады, больницы, организации культуры и спорта, органы госвласти. За соблюдением правил будут следить мобильные пункты, курсирующие в центре. Это машины со спецоборудованием. На крыше стоят каркасное оборудование, чтобы вот когда ночное время, ну темное время суток, чтобы также номера считывались. А в некоторых зонах установлены стационарные камеры высокого разрешения, как, например, на улице Ленина. Занимать парковочное место необходимо строго соблюдая разметку, иначе, возможно, придется платить сразу за два. Сам алгоритм оплаты не так сложен. Лучше всего действует так. Приехал на парковку, остановился, убедился, что поставил правильно автомобиль. Первым делом достал телефон и запустил мобильное приложение, нажал, что ты в зоне платной парковки, и оплатил. Там можно выбрать время, предполагаемое, сколько человек хочет простоять в зоне платной парковки. Час, 2, 3 и так далее. Время это можно продлить. Если предоплата больше, чем время, которое автомобиль простоял на парковке, деньги вернутся обратно. Если вы не оплатили заранее, не страшно. Сделать это можно и после, но до 23 часов 59 минут этого дня. Введение платных парковок местами жители восприняли бурно, решив по-своему протестировать систему. На некоторых знаках кому-то уже появилось желание оставить свою подпись, какое-то упоминание о себе. Кто-то хочет опробовать на прочные знаки, пытается их повернуть. Мы это все оперативно стараемся исправлять, но такие случаи возникают. Припаркованных машин в центре местами стало меньше. Виднеются пустующие участки. Замечены и те, кто пытается скрыть госномер. Сейчас прорабатывается вариант установки блокираторов на колеса. Но в администрации заявили, что надеются на сознательность жителей, и тогда подобные меры не понадобятся. Анастасия Ильчебаева, Артур Хуснудинов, Римзат Белалов. Итоги недели. Единственный в Приволжском федеральном округе, кто изготавливает новый современный строительный материал. В Кармаскалинском районе запустили выпуск стенового силикатного блока. Предприятию только еще предстоит завоевывать рынки. А вот производитель ортопедических матрасов, кроватей и товаров для сна из Туймазов свою продукцию реализует уже за пределами страны. На этой неделе в одном из самых западных городов республики состоялась встреча представителей власти с предпринимателями. Обо всем подробно расскажет Руслан Батаргариев. Роботизированная техника не просто перекладывает кирпичи, но и параллельно их сканирует. Бракованные изделия безжалостно разрушаются. Процесс автоматизирован, оператор лишь настраивает. А недавно на заводе появилась новая оснастка для пресса. Теперь он может формовать силикатные блоки. Ну, его главная фишка, то, что он имеет пальцы, эти пальцы при производстве блока образуют пустоты, за счет чего снижается вес блока. Главное, при этом не снижаются прочностные характеристики материала, на что зачастую жалуются застройщики. Рынок переполнен бетонными блоками кустарного производства. Именно по просьбе строительных компаний на заводе наладили выпуск стенового силикатного блока. И единственными в Приволжском федеральном округе получили на это лицензию. В новое производство инвестировали порядка 15 миллионов рублей. Мы называем его эко-блок Силатек. Почему эко? Потому что здесь 2 раза встречается слово эко. Он, во-первых, экологичный, его составит только песок, вода и известь. И, во-вторых, он экономичный, он позволяет экономить на строительстве. У него идеально ровные грани, это заводской блок, позволяет экономить на шпаклевке. Он большой, позволяет быстро строить, чем быстрее, тем дешевле обходится стройка. Внешне новый блок похож на керамзитобетонные размеры, привычные для каменщиков. С запуском новой линии компании удалось сохранить 150 рабочих мест. А завод, можно сказать, начал свою вторую жизнь. Наша выпускная мощность суточная – это 7 тысяч блоков. То есть, грубо говоря, один маленький малоэтажный домик мы можем в день делать. Наши клиенты в этом именно нише продукции – это как ИЖСники, как МКД, большие дома. То есть с этого блока можно поднимать и дома для ИЖС, для физиков, трехэтажные, пятиэтажные, любые коттеджи. А вот туймазинская компания по производству ортопедических матрасов, кроватей и товаров для сна стройматериалы не производит и жилье не строит. Но на протяжении 20 лет принимает активное участие в создании уюта в домах не только жителей республики. Если в начале своей истории на предприятии выпускали 100 матрасов в месяц, теперь только за сутки почти 2000 готовых изделий. География поставок охватывает всю Россию и страны ближнего зарубежья. Для завоевания новых рынков здесь хотят расширить производство.
Сейчас мы строим на собственные средства 10 тысяч квадратных метров рядом с нами, получается, увеличить тем самым до 35 тысяч квадратных метров производственной площади. И дальнейшее планируем застраивать, потому что уже то, что мы строим, уже нам не хватает. Только собственными средствами расширить производство тяжело, говорят инвесторы. В этом вопросе они надеются на господдержку. Как раз на этой неделе в Туймазах состоялась встреча предпринимателей с представителями власти, где говорили о льготах, субсидиях и других возможных мерах поддержки бизнеса. Туймазинский район был и остается районом, который хорошо развивается практически по всем показателям. И по итогам 2024 года мы видим такую же динамику положительную и по строительству жилья, и по промышленности, и по сельскому хозяйству. Сразу анализируем социально-экономическое развитие территории, плюс встреча с предпринимателями, где мы обратную связь получаем от людей, которые занимаются своим делом, ведут бизнес, то мы как раз можем посмотреть, на какие реперные точки добавить внимание. В Туймазинском районе зарегистрировано около 4500 предпринимателей, работающих в разных отраслях. На встречу пришли как руководители крупных фирм, так и начинающие бизнесмены, а также самозанятые. Каждый смог задать вопросы и озвучить свои предложения. При этом предприниматели отмечали, что в Башкортостане создаются комфортные условия для ведения своего дела. По нашему предприятию мы получили довольно-таки много мер поддержки, то есть это и субсидирование материалов, были субсидии по расходам на логистику. Мы, так как являемся экспортным предприятием, очень большие расходы по логистике. И вот за прошлые года мы получали подобные субсидии. Мероприятие стало продолжением серии диалогов с бизнесменами, организованных по поручению главы республики Радия Хабирова в разных муниципалитетах региона. Проект «Территория общения» продолжит работать в Башкортостане. Он призван помогать предпринимателям находить решения для сложных задач, делиться опытом и узнавать о самых эффективных способах ведения бизнеса. Руслан Таргареев, Динара Таймасханова, Азат Ишбулатов и Родион Матвеев. Итоги недели. Миллионы прослушиваний, попадания в тренды. Группы из Башкортостана покоряют сердца слушателей. Мы еще не успели привыкнуть к оглушительному успеху группы «Айола», как уже другой коллектив, на этот раз из Нефтекамска, на вершинах чартов. И это при том, что у республики и так длинный список звезд. О музыкальном феномене, новых хитах и о том, почему их хочется слушать снова и снова, в материале Камилы Камильяновой. Одна из новых инди-сенсаций российской сцены. Так говорят о группе «Бонд с кнопкой» из Нефтекамска. Коллектив основан Ильей Золотухиным еще в 2017 году. Название для проекта предложили друзья из локального культурного пространства «Станция». Будучи 11-классником, Илья начал проводить там квартирники. Илья с группой «Бонд с кнопкой» приезжает к нам с тех пор каждый сезон на станцию в Нефтекамск. Это наши летние радости, это летние квартирники. В этом году мы с гордостью можем сказать, что выступает на городской сцене. Зимой у группы вышел сингл трека «Кухни», которая стала хитом задолго до своей записи, завирусившись в соцсетях. Люди массово записывают видеоролики, вспоминают свое детство, ностальгируют по домашним посиделкам на кухне в бережных и нежных хрущевках, родным и близким которых уже не вернуть. Когда устанешь, приходи, приходи, приходи на кухню. Музыку коллектива сложно отнести к какому-то конкретному направлению. Это лиричный инди-фолк. Коллектив отличается особой лирикой, аутентичным вокалом, а также диапазоном аранжировок, в которых гитара и клавиши сочетаются с виолончелью, скрипкой и саксофоном. Жанр инди-фолк появился чуть позже, чем появился я. Это происходит постепенно. Если вы в курсе примерно, что такое инди-фолк, то это примерно все, что можно привести к фолку, и все, что независимо. Поэтому я думаю, что примерно сразу, наверное, это было инди, а потом фолк добавился после. Ежегодная национальная телевизионная премия в области популярной музыки в этом году не обошла и башкирских артистов. Этногруппа «Айола» и певец Дима Билан выступили в дуэте, перепев песню «Хомай», причем на русском языке.
Впервые башкирская песня вышла на крупнейшем российском лейбле и стала популярна в мировых чартах. Проект «На грани прошлого и современности» уже набрал в интернете десяток миллионов просмотров, что далеко не предел. «Мягкая сила» зашло в сердце и душу каждого, поэтому оно нашло огромный отклик не только у тюркских народов. Мы по цифрам смотрим, там и Франция, и Германия, и Америка, и Чили, там, и Аргентина пишет, кто только не пишет. Это, то есть, факты, которые показывают, что это не только на наш тюркский мир зашло. Если каждый народ будет как цветок, и мы дадим вот этому букету проявиться, это будет, наверное, вообще космос. Я думаю, это только начало. Описанная в сюжете борьба за счастье людей со злыми силами природы, которые предстают в обликах чудовищ, драконов и змей, имеет глубоко символический смысл, понятный и современному жителю. Труд датируется 17 веком до нашей эры, и если вы вдумаетесь в эту цифру, вы поймете, что на Земле ничего не меняется. Ценности остаются теми же, прежними. Может быть, появились там телефоны, может, появились машины, но в жизни человека ничего не меняется. А когда это еще подкреплено родной землей, на этом и стоим. Трек этногруппы за первые 1,5 недели набрал более 6 миллионов просмотров в социальных сетях. Песня «Хумай» Айола завирусилась и на площадках Средней Азии. Она начала активно распространяться в Казахстане. Текст перевели и на другие, на тюркские языки. Музыкальный проект готовит для слушателей целый альбом из 12 треков, героями которых станут все персонажи башкирского эпоса «Урал-Батыр». Среди них Акбузат, Шульган, черный бык царя Катила и другие. Среди множества субъектов России выделиться какому-то одному действительно сложно, но Башкортостан дал миру более десятка артистов федерального и международного масштаба, каждый из которых в свое время стал героем для целых поколений. Вот этот триггер-толчок, который делает из просто популярной группы мега популярной, он у всех разный, и у этих двух коллективов он тоже был. Если говорить прям конкретно, я не говорю сейчас про музыкальную составляющую, понятно, что супер модное звучание, что у одних, что у других. Они очень классные музыканты, и Бон с Кнопкой, и Елла. Очень современно, очень классно звучит, это всегда все слышно. Башкортостан популярен не только благодаря достопримечательностям и истории народа, но и музыке. Она делает республику узнаваемой во всем мире. Не зря еще в середине 2010-х Уфу прозвали столицей русского хип-хопа. Однако республика была кузней талантов задолго до получения столь громкого статуса и продолжает оставаться ею по сей день. Камила Камильянова, Артур Хуснутдинов. Итоги недели. Коллектив Башкирского театра оперы и балета вернулся из Казани с триумфом. В столице Татарстана проходила церемония награждения Российской национальной премии «Золотая маска». Башкирский театр оперы и балета стал победителем сразу в 6 номинациях – рекорд среди регионов. А ведь конкуренцию составляли и столичные именитые театры. Тему продолжит Анастасия Чебаева. Василий Ефимов! Вновь лунного затмения! Победой в номинации «Лучшая мужская роль» Башкирский театр оперы и балета открывает церемонию награждения. Вместо Василия Ефимова за «Золотой маской» на сцену выходит режиссер постановки «В ночь лунного затмения» Лисан Сафаргулова, даже не подозревая, что еще 2 раза повторит это восхождение. Попросите вернуться предыдущего лауреата! Сразу 2 золотые маски получает Екатерина Малинина, которая, к сожалению, на церемонии присутствовать не смогла. Жюри оценили ее работу как художника по костюмам и как художника-постановщика. Все в той же опере «В ночь лунного затмения». Сама она из Санкт-Петербурга, но ей удивительным образом удалось прочувствовать и передать колорит. Главный источник информации, такой более достоверный, это было именно общение с живыми людьми, которые еще помнили, как их бабушки носили, допустим, какие-то костюмы, как повязывались платки. С одной стороны, да, важно было показать живых людей, что это не какие-то картонные фигуры, да, что это живые люди, их страдания, их реальные какие-то истории, но и какой-то вот момент отстранения, эпичность именно, эпос мы искали. То есть вот совмещение этих 2 тем, оно и родило вот такую сценографию, такое решение.
Опера «В ночь лунного затмения» поставлена по одноименной трагедии Мустая Карима. Музыку к ней написал легендарный композитор Салават Низамединов. Роль Тынкобеке, богатой женщины, которая после смерти мужа стала править родом, сыграла Любовь Буторина и покорила своей работой жюри. Меня трогает именно история женщины, история вот ее нутра. И то, что там, и как и сейчас, у каждой женщины есть какие-то плюсы, минусы, скелеты в шкафу, какие-то тайны. Но она всегда хочет спасти своих детей. Во имя них она идет на все. Люба! Люба! Поцелуй меня, Люба! А кто не знает Любочку? Любу знают все! Спасибо огромное моему театру. Мне очень гордо, что я родилась на земле с великим Мустаем и талантливейшим Салаватом Низамединовым, которые подарили нам эту оперу. Спасибо. Опера «В ночь лунного затмения» уже ставилась в 96-м, и во второй раз над ней также работает дирижер-постановщик Валерий Платонов, который тоже стал обладателем главной театральной премии. На подмостке вышел и Сергей Бекбулатов. Жюри присудили ему победу в номинации «Лучшая мужская роль. Балет» за партию Сергея Рахманинова в «Рахманинов. Симфония длиною в жизнь». Эту постановку привозили в Москву и ставили на сцене Большого. В этом году башкирские театры, в том числе Театр кукол и Стерлитамакский Русдрамтеатр, были номинированы на «Золотую маску» 17 раз, что уже само по себе является признанием, абсолютный рекорд. Когда началась церемония и сразу же первая номинация получаем мы, вторая опять мы, потом театр Станиславского, потом вновь мы на сцене. И это, конечно, сказать, что мы счастливы, это очень мало. Это не работа одного человека. Здесь вот сложилась та самая команда, которая сработала на тот результат, который в итоге получился. В Уфимский аэропорт прибыли не все. Своей победой артисты поспешили поделиться с близкими. Так, Любовь Буторина из Казани, где проходила церемония награждения, домой добиралась не самолетом, а по земле, чтобы по дороге обрадовать в родном Нефтекамске родителей, своих главных зрителей. Анастасия Ильчебаева, Азат Ижбулатов. Итоги недели. Праздник «Те, кто будет создавать будущее». Накануне по всей стране отмечали День молодежи. В Уфе главной площадкой для гуляний стала набережная реки Белой. В России к этой категории относятся молодые люди от 14 до 35 лет. Это более 37 миллионов человек. Современные юноши и девушки с особым азартом относятся к работе, к учебе и даже построению бизнеса. Сюжет Динары Таймасхановой. Теперь, да. Алексей всегда с трепетом относился к математике, физике и информатике. Интерес к точным наукам помог парню войти в историю республики. По этим трем предметам на ЕГЭ юноша набрал рекордные 300 баллов. Готовился Алексей к экзаменам без помощи репетиторов. По его словам, знаний, которые дают в школе, достаточно для высоких результатов. Наверное, еще со средней школы моим любимым предметом была математика. И предметы, связанные с математикой, то есть физика и информатика. Поэтому я давно знал, что я буду сдавать дополнительные предметы физику и информатику. Что касается подготовки, я 2 года ходил в лицей, наверное, один из самых сильных. Полученных знаний хватило для того, чтобы хорошо сдать ЕГЭ. Я не пользовался никакими дополнительными услугами, типа репетиторов или онлайн-школ. Никакого везения или волшебства, только труд и вера в собственные силы. Высокого результата мальчик добился и в русском языке. На экзамене он набрал 94 балла. Расслабляться пока рано. Алексею предстоит определиться с профессией, а значит и навести мосты к будущему. Верили или не верили? Ну, ожидали, что будут хорошие баллы. Ждали, рассчитывали на это, потому что оценки хорошие в школе. Но прямо что будет 100, еще раз 100, а потом еще раз 100. В это просто вот заранее невозможно было поверить. Большое спасибо педагогам. Гул
двигателя вместо шума прибоя, запах солярки вместо морского бриза. Провести лето за рулем трактора – личный выбор Эдили Миргаязовой. 19-летняя девушка учится в аграрном университете по специальности автомеханик. На первом курсе она получила удостоверение тракториста-машиниста и теперь бороздит поля, ловко управляя сложной техникой. В этом году, получается, я не поехала на поля и решила что-то связать с тракторами. Если права есть, почему бы и не пойти работать. Вот. И пришла сюда, устроилась. Надо же себя прокормить. И опыта набраться я сюда пришла, чтобы в дальнейшем быть каким-нибудь инженером, потом, может, директором. Эдиле дали наставника, он объясняет ей все тонкости профессии. Проработать за рулем трактора девушка хочет до конца лета. Набрав опыта, считает, сможет маневрировать на машине не хуже мужчин. Несмотря на юный возраст, она уже демонстрирует серьезный подход к делу, уверенно управляет специальной техникой, быстро осваивает все тонкости профессии. Уверен, что опыт, который Эдели получит в нашем коллективе, станет прочной опорой для ее будущей семьи, для ее будущей профессии. Чуть больше 30 лет Айгуль Шадриной. Она молодой ученый, работает с крупными корпорациями. Выполняя их заказы, девушка создала профориентационный проект «Образ будущего». С помощью разных форматов она презентует промышленные объекты по всей стране для подростков на интересном и понятном языке. Это очень помогает детям развиваться, но в то же время снижает кадровый голод в промышленных регионах России. Предприятия активно в эту всю историю поддержки детей вовлеклись. И сейчас по федеральному рейтингу платформы университетского технологического предпринимательства Министерства науки и высшего образования России наш проект уже второй год занимает первое место по стране. Развиваться Айгуль помогают созданные в регионе условия, форумы, сообщества, университет, кампус, где работает ее команда «Евразийский НОЦ», в котором девушка является председателем клуба молодых ученых. Молодежь в Башкортостане умеет как учиться, так и отдыхать. Набережная реки Белой накануне стала как калейдоскоп. «Знай, гордись, люби и приумножай» 4 темы объединили 15 интерактивов. Они стали основой праздника. Здесь спортивные состязания, автотюнинг, поддержка военнослужащих и семейные игры. Да, очень интересно. Пришел недавно. Здесь столько всего много, машины и прикольные челленджи, всякое такое. От 14 до 35 лет такой возраст молодежи законодательно установлен в России. Но на празднике все, кто, несмотря на цифру в паспорте, остается молод в душе. Мы гости вашего города. Мы приехали сюда из Нефтекамска, так как ребенок участвует в движении «Баш-молодежь». Сегодня она работает волонтером на этом мероприятии. Организация на высшем уровне. Мы здесь с самого начала прям была горда. Настолько ответственно подходят. Мы не потеряли нашу молодежь. Уже на следующей неделе Башкортостан примет Всероссийский съезд молодых ученых и студенческих научных сообществ. Площадка станет местом решения задач, развития общества и страны в целом. Именно от сегодняшней молодежи в том числе зависит, каким будет завтра. Динара Таймасханова. Итоги недели. На этом выпуск завершен. Далее смотрите авторскую рубрику нашего коллеги Руслана Шарафудинова. В своем еженедельном обзоре он расскажет о ключевых новостях в контексте своего личного восприятия. Спасибо за внимание. До свидания. Здравствуйте, в студии Руслан Шарафудинов. В эфире наша традиционная рубрика «Между нами». Итак, на минувшей неделе Уфа присоединилась к элитному клубу мегаполисов с платной парковкой. Можно по-разному относиться к этому нововведению, но назрело оно, честно говоря, давно. И больше напрашивается термин «старовведение» или «давно пора введения». Все города-миллионники в России уже внедрили это у себя. Несколько раз власти Уфы подступались за последние лет 10 к этому проекту, но каждый раз чего-то не хватало. И вот теперь уже с чувством, с толком, с расстановкой расчертили центр башкирской столицы синей краской. И, кстати, провели серьезную информационную подготовку, разъясняя горожанам, что, как и почем. Стоимость парковки в Уфе, кстати, на порядок дешевле, чем в Москве.
Конечно, без затыков и накладок не обойдется, пока все не поймут, как это работает. Жесткий подход для решения проблемы с парковками в центре Уфы, к сожалению, неизбежен. Всех достали наглые автохамы со своими джипами на газонах, тротуарах и вторым, а то и третьим рядом где-нибудь на Чернышевского или Коммунистической. Тут надо условный рефлекс вырабатывать у нарушителей, как у знаменитой собаки Павлова. Действуют безотказно. Перед глазами пример Москвы, где драконовские меры в сочетании с благоустройством территории в сравнительно короткие сроки сумели привести автовладельцев к единому знаменателю, независимо от объема двигателя. Оставил машину на тротуаре, бац, и тебе прилетает штраф на 5000 рублей. Занял парковочное место для инвалидов без должных оснований, получите контрольный выстрел еще на 5000. 2-3 штрафа и как отрезало. Прежде чем куда-либо ехать на машине, сначала думаешь, где ты будешь ее ставить. В целом это безусловный шаг вперед в развитии городской инфраструктуры в Уфе. И надо понимать, что платная зона будет расширяться. Но не надо забывать, что обязанности есть не только у граждан, но и у городской власти. Надеюсь, уфимские коммунальщики понимают, что платная парковка накладывает на них повышенные капиталистические обязательства. И прежде всего зимой по уборке снега, и не только центра Уфы. Если вы берете деньги с людей, будьте добры, обеспечьте условия. Кстати, о благоустройстве. За последние 5 лет наши городские общественные пространства и инфраструктура в республике и отдельно взятой Уфе изменились кардинально. В некогда запущенные площади, парки, скверы, набережные и фонтаны вдохнули новую жизнь. Эта генеральная линия идет красной уверенной нитью от Уфимского ожерелья до Купеческого Бирска, Белорецкой лестницы в небо и поющих фонтанов Белебея. И там, где царили маргиналы и беспросветный мрак запустения, теперь зацвели черниковские сады Первомайского и нефтехимиков. Оказалось, что озеро теплое, может быть гостеприимным, а Сипайловское небо озарили каскады Кашкадана. Да, то, что произошло в плане комфортной городской среды в Башкирии, это революция. И по объему, и по масштабам, и по новым подходам. Что нам стоит все благоустроить? Стоит больших трудов и денег. Поэтому вдвойне обидно, когда это не ценят и не берегут. Казалось бы, все элементарно. Чем больше парков, скверов и дворов, новых, разных и красивых, тем лучше. Но почему, черт побери, стоит только появиться нормальному благоустроенному публичному месту, как оно провоцирует вандалов? Они ломают, крушат, рисуют, крадут и просто гадят. И не обязательно это что-то значимое, типа парка Первомайский или Уфимского ожерелья. Стоит поставить новый лифт, как его обязательно распишут вонючим маркером или кнопки начнут выжигать. Откуда в нас и наших детях это пещерное стремление нагадить? Причем нагадить просто так, без мотива и причины. Иногда видишь очередное безобразие в подъезде или детской площадке, то зла не хватает и руки опускаются. По мне, так это не вандалы, а настоящие хайваны. Хайваны нашего городка. Вандалы – это историческое племя, которое захватили и разрушили Древний Рим. А хайваны, они свои, доморощенные, из родного навоза, семечек и полторашки пива. Их же не завозят с другой планеты. А может, это те же самые люди, которые паркуются вторым и третьим рядом, наплевав на остальных. Поэтому для меня история с платными парковками не столько про деньги, хотя, конечно, они не будут лишними для городского бюджета, сколько история про наведение порядка. Между нами иду в субботу вечером по аллее на улице Пушкина. И возле одной из скамеек гора пустых пивных банок, бардак и мусор. Все нагажено и скамейка раскуроченная. Причем явно только что. Следы очередных хайванов. И это в 100 метрах от Башкирского театра оперы и балета, который накануне получил сразу 6 золотых масок. Высшая театральная премия страны. Не было такого у нас никогда. Опера «Ночь лунного затмения», балет Рахманинов и совсем рядом искусство все портить. Как это сочетается в радиусе 1 километра в одном городе? Вот сколько живу, все ума не приложу. Ведь главный смысл всего этого современного благоустройства заключается именно в том, чтобы каждый человек ощущал это своей личной территорией и нес бы за это ответственность. И не только моральную, а прежде всего уголовную и административную. По-другому до них не дойдет. Надо, Федя, надо. До свидания. С вами был Руслан Шарафутдинов и рубрика «Между нами». Берегите себя и своих близких, и красоту вокруг. Будьте людьми, и все будет хорошо.